В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Приветствую. Ленский мост – уникальный проект, реализуемый в условиях вечной мерзлоты. На строительной площадке продолжаются активные работы на обоих берегах реки Лена. Масштабная стройка ведется во исполнение поручения президента России Владимира Путина о вводе объекта в эксплуатацию в 2028 году. О том, какие работы ведутся в настоящее время, мы сегодня и поговорим. Наш гость в студии Артем Артемьев, генеральный директор дирекции по строительству Ленского моста. Артем Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Какие сейчас ведутся работы по строительству? Да, на сегодняшний день у нас работы по Ленскому мосту развернуты сразу на обоих берегах. И на всех участках работы. Если говорить по, скажем так, по порядку, то с правой стороны, со стороны Мегино-Кадгаласского УСа, ведутся работы по отсыпке правобережного подхода. Это участок длиной 5,5 километров, отсыпано больше 300 тысяч кубов песка. Данная дорога примыкает к федеральной дороге ФАТ-Лена. Дальше участок правобережной эстакады, он порядка 2 километров. Будет эстакада установлена на 19 опорах, для которого будут установлены 341 свая. На сегодняшний день установлен порядка 24 свай. Дальше у нас русловая часть, 3 основных пилона в русле реки и левобережная эстакада. Левобережная эстакада у нас также длиной будет 140 метров на 4 опорах. Вот, кстати, первую опору левобережной эстакады она будет завершена до конца этого месяца. Вот, и сейчас ведутся работы по бетонированию. Большая работа была проведена по сборке кофердама. Это уникальное строение, техническое строение, конструктив, который применяется впервые в России в сфере мостостроения. Это металлическая бочка с направляющими в виде труб под каждую сваю. Сейчас собран кофердам в диаметре 36 метров для 102 свай. Вот. Всего на объекте работает 289 человек, порядка 40% это наши местные ребята. И плюс 90 единиц техники строительной. Посменно ведется работа или только днем? Работы ведутся круглосуточно, работы ведут вахтовым методом. Часть работ, конечно же, в виде подрядчиков они приезжают и уезжают домой, но основная часть это работает по вахте, то есть ночной, круглосуточно. А какие планы работ до конца текущего года? Планы у нас в целом переходящие. До конца года и в целом на следующий год основная большая задача – это сборка второго кофердама. Он будет в 2 раза больше, чем уже собранный, для 208 свай в диаметре 46 метров. И работа по как раз-таки монтажу и сборке механических конструктивов для того, чтобы вывести эти 2 кофердама одновременно следующей весной после весеннего ледохода при большой воде. Кроме этого, продолжатся работы по отсыпке правобережного подхода и установке свай для левобережной и правобережной эстакады. А как ведется работа с собственниками земельных участков, попадающих под выкуп для Ленского моста? Я помню, были даже какие-то разногласия, какие-то участки. Да, на сегодняшний день проект Ленского моста реализуется в 3 основных этапа. Первый этап – это подготовка территории, который был завершен еще в прошлом году. Второй этап – это сам мост и правобережный подход. И левобережный подход – это как раз-таки со стороны села Старая Табага. Проектно-сметная документация завершена в полном объеме. И получено положительное заключение глав госэкспертизы России в январе этого года, согласно которому новая трассировка моста пойдет по краю села Старая Табага, по затопляемой части, и будет служить, скажем так, дамбой для защиты в последующем села от паводка. К сожалению, действительно, в эту трассировку подпадает 153 земельных участка, в том числе 56 участков пустых и 97 участков с домами. Мы со своей стороны, мы как дирекция, уполномоченная организация по данному вопросу, провели полный анализ всех этих участков и выявили, что на данный момент, большая часть, конечно же, у них документы приведены в порядок, все нормально. Есть по части участков есть кадастровые ошибки. То есть наложение участка на другой участок, есть даже присвоение кадастрового номера соседнего дома на участок. Эти, в принципе, вопросы решаются довольно оперативно при обращении в рекпалату, в МФЦ или в БТИ. И есть часть участков, по которым идут судебные разбирательства, но здесь судебные в части определения права собственников. То есть наследственное дело, которое, к сожалению, решается в каких-то моментах только через суд. И есть по некоторым участкам ведутся проверки. А интересно, по какой цене будут выкупать и кто выкупает? Сама процедура выкупа для государственных нужд будет осуществляться в рамках Земельного кодекса.
Мы, как уполномоченная организация дирекции Ленского моста, ведем эту работу по последовательности, скажем так. Сначала выходит распоряжение правительства Республики Саха-Якутия о выкупе для государственных нужд. Дальше на основании этого распоряжения о выкупе мы, как уполномоченная организация, ведем работу по оценке объекта, нанимаем оценочную компанию. Оценочная компания выезжает на объект, фиксирует полностью все объекты капитального строительства, хозяйственные объекты, вплоть до многолетних насаждений. Стоимость дома, соответственно, определяется с учетом всех этих факторов, в том числе, соответственно, и года постройки дома, рельефности дома, участка. Поэтому здесь, скажем так, после того, как эта стоимость конечная определяется, мы эту стоимость фиксируем в соглашении. Соглашение подписывается трехстороннее. Это собственник, мы, дирекция, одна сторона, и Министерство имущественных и земельных отношений. Дальше этот пакет документов передается, соответственно, собственнику для рассмотрения. Угу. Ну, а примерную сумму, допустим, к примеру, мы можем озвучить? Стоимость, она полностью индивидуальная, потому что здесь учитывается все, то есть и характер дома, и площадь дома, и года постройки. У нас даже дома есть 1930 года постройки. Есть дома очень свежие, 80-х годов, поэтому здесь говорить о какой-то конкретной там усредненной стоимости очень сложно. Плюс есть у кого-то огороды, у кого-то нет огородов, поэтому здесь довольно сложно. А что будет, вот, допустим, если собственник не согласен с предложенной суммой, не может, допустим, приобрести на эту сумму что-то себе? Да, на данный момент, получается, земельным кодексом определено, что мы передаем этот пакет документов, а собственник его рассматривает в регламентный срок. Если, допустим, стоимость не соответствует, допустим, его ожиданиям, собственник вправе сделать свою оценку. Но в рамках земельного кодекса мы, как уполномоченная организация, можем принять его оценку только по решению суда. Законодательство такое. Поэтому мы будем встречаться уже в суде. С одной стороны наша оценка, с другой стороны его оценка. Но здесь не исключается то, что суд может назначить и свою независимую оценку, которая может быть как больше, так и меньше. Поэтому в этой части, конечно же, есть некие риски. Угу. А вот как быть тем, у кого не оформлены документы на дом, на землю? Вот мы немножко уже затронули эту тему, но можно более обширно. Мы, как дирекция, и с коллегами из окружной администрации, и Министерства имущественных и земельных отношений регулярно проводим консультации, как выездные в селе самой Старой Табаги, так и у нас в офисе на Орджоникидзе 8, дом Орджоникидзе, улица Орджоникидзе, дом 8, здание ГАВСа. У нас есть горячая линия, номер которого указан на нашем сайте moslena.ru. И вообще весь перечень земельных участков, которые подпадают в зону строительства, также указан на сайте. Если есть вопросы, допустим, у собственников, конечно же, они всегда могут позвонить по горячей линии. И, соответственно, дальше мы порекомендуем в дальнейшем оформить, как правильно оформить их права собственности. А если вот подробнее, какая работа уже проведена по выкупу? На сегодняшний день у нас уже вышло 9 распоряжений о выкупе правительства, согласно которому мы сделали индивидуальную оценку по каждому участку. Стоимости участков различные. Есть участки, которые стоят 8 миллионов, которые есть 15 миллионов. И общая масса, получается, из 9 участков у нас оценена порядка 107 миллионов рублей. Если что говорить по стоимости, да? Из этих 9 подписали уже 6. Из 6 3 уже получили деньги. То есть можно сделать вывод, что оценочная стоимость оказалась достаточной для ожидания собственников. И, соответственно, мы их договора подписали, и в последующем сейчас ведется работа по второму потоку. Второй поток уже будет больше, чем предыдущий, и формируется сейчас, соответственно, с учетом наличия документов, согласия собственников и так далее. А вот когда завершится процесс выкупа полностью, когда должен завершиться? По поручению президента у нас завершение моста до конца 2028 года, поэтому мы от обратного, скажем так, считаем. Для того, чтобы левобережный подход сделать, нам необходимо порядка 2 года для выполнения работ. Соответственно, на выкуп, на подготовку территории нам остается всего 1,5 года. Этот год и следующий год. И вот тоже хорошая новость. На прошлой неделе проект Ленского моста получил такой инженерный «Оскар», так сказать. Да? Это престижная всероссийская инженерная архитектурная премия. Расскажите об этом событии более подробнее. Да, довольно неожиданная, приятная новость поступила на прошлой неделе.
Наш Ленинский мост стал лучшим в номинации «Лучшее конструктивное решение». Проектной организацией выступает один из, скажем так, лучших проектных институтов России по сфере строительства мостов и дорог. Это Гипростроймост Санкт-Петербург, на счету которого как проектирование моста на остров Русский, Крымского моста, ну и куча объектов. Вот. И, соответственно, они подали документы для участия в этом конкурсе. Принимало участие 12 регионов, было подано 209 заявок. Вот. И, скажем так, в ожесточенном конкурсе Ленинский мост стал обладателем инженерного Оскара. Ну, конечно же, данный результат, он пришел благодаря большой плодотворной работе и подтверждает, что все технические решения нашего уникального моста, они спроектированы правильно, корректно и с учетом всех наших природно-климатических условий, нашей вечной мерзлоты и весеннего ледохода. Поэтому считаем, что проект правильный, корректный. Ну, остается нам построить мост. Ну, действительно удивительно, да, что он получил такой «Оскар». А вот хотелось бы узнать, возможно, ну, что дает, кроме престижа, вот эта вот премия? Ну, премия, на самом деле, это работа проектного института. Это большой опыт, это признание экспертов, экспертного совета в части того, что такого рода масштабные проекты, они реализуются в нашей стране. И ну, у нас есть соответствующие квалификации у наших коллег. Угу. Ну вот мы еще вначале тоже говорили об уникальности. Хотелось бы еще немножко проговорить, да, вот для зрителей, для населения Якутии, в чем уникальность моста, такими простыми словами. Допустим, вот мы говорили про Фердрама, да, тоже уникально. Что еще можно отметить? Ну, в целом, Ленинский мост — это строительство такого рода масштабных объектов, как Ленинский мост. И такие объекты не строились в условиях вечной мерзлоты. Мост у нас, напомню, вантовый, трехпилонный. Высота пилона 285 метров, это центрального пилона. Высота бокового 195 метров. Количество вант, длина общая вант порядка составляет 52 километров. Вот. Между пилонами длина пролета составляет 840 метров. Дорога у нас будет двухполосной. Общая протяженность мостового перехода 14,5 километров, из которого сам мост, соответственно, именно вантовой части 2,5 километра, плюс эстакады с обеих сторон, ну и, соответственно, подхода порядка 10 километров. Угу. Ну что ж, Артем Николаевич, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши вопросы. Спасибо. До свидания. А я напомню, это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.